Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Надежда Саханская. Вопросы материнства, отцовства и детства являются приоритетами государственной социальной политики в республике. Сегодня мы поговорим о правах граждан с детьми на получение государственных пособий. У нас в гостях старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних прокуратуры республики Елена Крылова. Елена Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, сколько государственных пособий существует в республике для семей с детьми? На территории республики у нас действует свыше 30 государственных пособий. Из них на федеральном уровне их 13, на республиканском 16. Также органы местного самоуправления самостоятельно могут их назначить за счет средств местного бюджета. И в рамках национального проекта «Демография» у нас в республике действуют также дополнительные меры, связанные с рождением детей с 1 января 2019 года у семей, проживающих на территории республики не менее 3 лет. При рождении и усыновлении первого ребенка единовременная денежная выплата, это в размере двукратного прожиточного минимума для детей, установленного по зонам республики. При рождении и усыновлении второго ребенка это региональный материнский капитал в размере 30% от материнского семейного капитала. При рождении третьего и последующих детей до достижения ими возраста 3 лет это единовременная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного по зонам республики. Порядок предоставления дополнительных мер установлен постановлением правительства Республики Саха-Якутия от 3 апреля 2019 года за номером 71. Скажите, а какие меры поддержки оказываются в текущем году в рамках национального проекта «Демография»? В рамках национального проекта «Демографии» при рождении первого ребенка, также второго и третьего ребенка. Тогда расскажите, пожалуйста, поподробнее о выплатах для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет, она установлена указом президента Российской Федерации за номером 199 и действует на территории страны с 1 января 2020 года. Данная выплата предназначена для семей, нуждающихся в социальной поддержке. С марта 2021 года размеры выплаты у нас варьируются в зависимости от дохода семьи. То есть если при выплате, при назначении пособия в размере 50%, среднедушевой доход семьи не достигнет прожиточного минимума, то, соответственно, пособие будет назначено в размере 75%. Если же при увеличении пособия в размере 75% также среднедушевой доход семьи не достигнет уровня прожиточного минимума, то, соответственно, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. При назначении данной выплаты принято решение учитывать при расчете нуждаемости семьи студентов. Если, например, старший ребенок до достижения им возраста 23 лет, не состоящий в браке, также обучается на очной форме, то он входит в состав семьи при расчете среднедушевого дохода. Таким же образом у нас учитываются опекаемые дети. Но при этом при расчете среднедушевого дохода не учитываются компенсационные выплаты на семей, на родителей, которые получают такие выплаты, которые ухаживают за детьми с инвалидностью. В любом случае, при назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет учитываются как и доходы семьи, так и имущество. А при определении критериев нуждаемости широкий спектр жизненных ситуаций. Скажите, а если ребенок инвалид в семье? Тогда у нас компенсационные выплаты не учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи. Давайте тогда поговорим с вами о новой выплате. В целях реализации послания главы республики Айсена Сергеевича Николаева сейчас действует целевой капитал республики «Дети столетия». Кому полагается такая выплата, на какую сумму и при каких условиях?
Право на предоставление целевого капитала «Дети столетий» возникает, соответственно, у граждан, проживающих на территории республики, при рождении и усыновлении детей в период с 1 января по 31 декабря 2022 года. Целевой капитал «Дети столетия» установлен в размере 100 тысяч рублей. При рождении, усыновлении двоих и более детей, то, соответственно, целевой капитал выплачивается на каждого ребенка. Помимо традиционного направления средств, да, например, на улучшение жилищных условий, на приобретение транспортного средства, либо получение ребенком образования, оказание ребенку высокотехнологичной медицинской помощи, появились 3 новых направления. Это размещение во вкладах кредитных организаций денежных средств в пользу этого ребенка, также семейный отдых по Российской Федерации и страхование жизни и здоровья ребенка. Также возможно получение в денежном виде в размере 30 тысяч рублей за счет средств целевого капитала. А вот также с 1 мая этого года президентским указом была установлена новая выплата. Здесь уже для семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Скажите, а чем же условия назначения новых выплат отличаются от предыдущих? С 1 мая 2022 года норма, предусматривавшая пособие, введенное в 2021 году, когда ее получали только одинокие родители, либо кому были назначены алименты, она утратила силу. При этом право на получение ранее назначенного пособия сохранилось на прежних условиях, действовавших до указанной даты. На новую выплату можно претендовать при следующих условиях. Это когда, если у ребенка есть российское гражданство, среднедушевой доход семьи составляет не более прожиточного минимума на душу населения в регионе, и имущество не более установленного перечня. Также взрослые члены семьи имели доход, либо же уважительную причину его отсутствия. К примеру, это беременность, уход за ребенком до 3 лет, безработица. Размер выплаты рассчитывается индивидуально в зависимости от дохода семьи и составляет 50, 70, 75-100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Даже если родитель получал ранее назначенное пособие, он может подать новое заявление и перейти на новую выплату. Если же, допустим, семейный доход снизился, то данные выплаты могут быть пересмотрены в сторону увеличения. В сторону уменьшения данные выплаты пересмотреть не могут. Если по новой выплате ведомство вынесет отказ, то семья просто будет продолжать получать ранее назначенное пособие. Елена Петровна, скажите, а как рассчитывается среднедушевой доход семьи для как раз-таки принятия решения о назначении либо отказе той или иной выплаты? Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, также от 8 до 17 лет, рассчитывается исходя из 12 календарных месяцев, в том числе при предоставлении документов в сведении менее 12 календарных месяцев, предшествующим 4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления, путем деления 1/12 суммы всех доходов членов семьи за расчетный период на число членов семьи. Многие выплаты назначаются при определении критериев нуждаемости. А как действует правило нулевого дохода в этом случае? Так, правило нулевого дохода предполагает, что данное пособие назначается при наличии взрослых членов семьи заработка. Это, например, стипендии, доходы от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности, также пенсии, либо же отсутствие данного дохода обосновано объективными жизненными обстоятельствами. Основаниями для отсутствия доходов могут быть признаны следующие обстоятельства. Это уход за детьми в многодетной семье. Например, если один из родителей многодетной семьи в течение 12 месяцев имел нулевой доход, а у второго родителя обязательно должны быть поступления. От заработка, дохода от трудовой предпринимательской деятельности. Также это уход за детьми единственным родителем. Если у ребенка официально есть только один родитель, а второй родитель умер, либо не указан в свидетельстве о рождении ребенка.
или же пропал без вести. Так, уход за ребенком до достижения им возраста 3 лет. Уход за гражданином с инвалидностью, также уход за пожилым человеком старше 80 лет. Обучение, научной форме обучения для членов семьи моложе 23 лет. Это срочная служба в армии и 3-месячный период после его демобилизации, отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы. Также это безработица, но здесь учитывается только если имеется официальная регистрация в центре занятости и учитывается только до 6 месяцев. В самом заявлении для назначения выплаты содержится перечень ситуаций, которые учитываются при назначении каждого пособия. То есть гражданину просто нужно заполнить те поля, которые имеют отношение к его персональной жизненной ситуации. Скажите, какие основные изменения сейчас внесены в законодательство, которые регулируют порядок назначения государственных пособий для семей с детьми? В 2022 году при расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются при принятии решения о назначении выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, также от 8 до 17 лет. Не учитываются доходы для заявителей и членов семьи, с которыми были расторгнуты трудовые договора с 1 марта 2022 года. И на момент подачи заявления он находится в статусе безработного. При принятии положительного решения, то выплата назначается на 6 месяцев. Также уточнены имущественные критерии, изменен перечень сведений и документов, необходимых для назначения выплаты. Допустим, уже не учитываются автотранспортные, мототранспортные средства, маломерные судна, самоходные машины и другие виды техники, которые находятся под арестом, либо же находятся в розыске. Такие средства учитываться не будут. При расчете среднедушевого дохода семьи также будут учитываться доходы семьи, полученные в результате выигрышей, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр, выплачиваемые в денежной форме. В целях социальной защиты малоимущих беременных женщин предусмотрено освобождение их от действия правила нулевого дохода, но только в том случае, если срок беременности составляет 6 месяцев и более месяцев расчетного периода. Также у нас с 1 июня 2022 года величина прожиточного минимума на душу населения в первой зоне составила 24 592 рубля, а во второй зоне 20 599 рублей, в связи с чем все выплаты получателям были проиндексированы в проактивном режиме. Граждане, которым ранее было отказано в назначении ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, в связи с превышением среднедушевого дохода семьи, то они могут повторно подать свои заявления. Для более подробной информации рекомендуется обратиться в Управление социальной защиты населения, также в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха-Якутия по месту жительства, где вам дадут полную информацию о порядке и условиях назначения соответствующих выплат. Благодарю вас, Елена Петровна. Возможно, те граждане, у которых есть семьи с детьми, сделают для себя необходимые выводы, а возможно, они просто освежили в своей памяти информацию о том, какими правами они обладают. Спасибо вам за актуальную информацию. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.